Алексей, добрый вечер. Сергей Холмасни. Тот факт, который произошел в воскресенье на федеральной трассе в районе сельского поселения Андри, то есть нападение на пост ДПС, не поддается никакой логике. Люди не могут понять и представить, как это возможно. Возможно в том плане, что родившиеся среди ингушей, родившиеся у нас в республике, такие же молодые люди, которые стоят на различных постах, воспитывавшиеся в наших семьях, ходившие в наши школы, могут пойти и просто так обстрелять, убить, взорвать такого же ингуша или такого же парня, который несет свою службу на посту. Это проблема не вчерашнего дня и не вчерашнего нападения. Это проблема уже десятки лет у нас существует. Эта проблема в разных ракурсах проявляет себя. Но эта зараза уже порядка 20 лет назад заползла в нашу республику. И сегодня, если вдаваться в историю нашу, у нас проблема, семейные проблемы, проблемы с молодежью наших стариков, наших предков не было же. У нас четко выстроенная иерархия была, что молодые люди беспрекословно слушаются своих старших. Это независимо от фамилии, независимо от своего происхождения. То есть молодые люди должны были слушаться своих старших. Это время ушло. Но на пике развала Советского Союза, в связи с событиями Чеченской Республики, сюда, на Северный Кавказ, хлынули разные люди из арабских республик, и разные люди из других государств, которые... только здесь в лесах не было. Да, готовили, направляли этих людей, поэтому эта зараза здесь и прижилась у нас. К сожалению. Можно по-разному подходить к этим вопросам, но лично, мое мнение, тут есть и упущение старшего поколения, которые вовремя не смогли ухватиться, удержать эту молодежь. Заметить. Да, заметить, что происходит в нашей среде. И упущение нашего духовенства, которое конкретно могла взяться, можно сказать, за шкирку эту молодежь и поставить на нужные рельсы. А сегодняшняя ситуация в нашей республике, это действительно приложены огромные усилия всех служб, всех людей, духовенства, главы республики, глав сельских поселений, правоохранительных органов. Приложены огромные усилия для того, чтобы сегодня настал этот мир в нашей республике. Сегодня вроде все наладилось, мы начали созидать свою республику, начали строить. Опять происходят такие кощунственные факты. Что я хочу сказать? У нас в районе более 100 тысяч населения в районе, 9 сельских поселений. Если сказать, созданы условия для реабилитации, для контакта со властью, для разъяснительной работы, полностью все создано. Работает антитеррористическая комиссия, работает адаптационная комиссия. Охвачены более 30 школ нашего района. Охвачены, где занимаются более 1000 детей в ФОКе, физкультурно-оздоровительный комплекс, где мы проводим свою работу с молодежью. В принципе, молодежь понимает это все. Молодежь нормально занимается своими делами. Но эти конкретные лица, которые буквально вчера, позавчера совершили этот теракт, я еще раз говорю, никакой логике не поддается этот факт. Поэтому сегодня надо всем и духовенству, и старейшинам, и нам с вами всем стать, чтобы такие проявления больше не повторялись, и чтобы, как возможно, приложить все усилия, чтобы наладить нормальную взаимосвязь между молодежью и старшим поколением. Действительно, мы буквально за эти 10 лет потеряли более 400 сотрудников, которые несли свою службу на различных должностях, на различных постах. С другой стороны, тоже это наше население, наша молодежь, которую мы потеряли более 1000 убитых, люди, которые стали на противоправные действия, на тот путь, который
не нужно было вставать. Поэтому сегодня и с этой стороны, и с другой стороны, для нашего маленького народа, для нашей нации это большая утрата. Поэтому я считаю, всем надо объединиться, и старейшинам, и духовенству, и властным структурам, чтобы как можно искоренить это зло среди нашего общества. Вот мое личное мнение, моя просьба. Спасибо вам за это.